Всем привет, добрые люди! У нас масленица продолжается, так сказать, масленичная неделя. Маша решила испечь сегодня блины. Ну и заодно проверим, у нас форель засолилась. Блины с форелью немножко сделаем. Чуть-чуть там, правда. И я поснимаю, что туда она положит. Ты там быстро так не спеши. А то я хотел рассказать, что немножко вот именно как Маша там блины делает. Убежала. Она быстренько что-то... Что туда ты положила? Яйца, соль, сахар. 3 яйца, соль, сахар. Сейчас немножко поближе поснимаю. А дальше у нас еще впереди распаковка. Так что не переключайтесь. У нас гостинцы. Мы гостинцы получили с Англии. И будет еще такая небольшая распаковка посылочек. Вот так. Так, немножко поближе поснимаю. Вот она взбила 3 яйца. Потом муки просеивает. Ну, блины, думаю, все хозяйки умеют делать. Я просто показываю. Мы никого не учим. Да, ведь, Маша? Мы просто показываем, вот как Маша делает блины. Есть там одна фишечка у нее. Будет что в конце добавлять, чтобы блины получились. Молоко вон, стаканчик где-то грамм 200. Вот. Ну, соль, там сахар. Это, естественно, тоже по вкусу все. Вот. Венчиком взбиваем все это дело. Хорошенько. И уже в самом конце там, небольшой такой секретик. Маша скажет, и Маша покажет, вернее, я скажу. Я секреты держать не умею. Да, Маша? Да. У меня секреты не получается держать. Немножко еще муки добавляет. На двоих замес, наверное, не очень много будет делать Маша. Что там? К чаю бы нам хватит и еще на завтрашнее утро тоже чаю попить. Утром блины с чаем. Вот я люблю очень пшеничную кашу. И потом, вот именно после пшеничной каши люблю чай с блинами. Почему-то мне нравится. Вот, например, из пшенной каши я не люблю после пшенной каши блины. А после пшеничной мне нравится. Не знаю почему. Добавляем кипяченую воду горячую. Не просто кипяченую, а прям кипяток. Прям вот она закипела и сразу добавляю. Вот этот секрет и Маша держала, говорила. В секрете это держала, вернее. Вот. И не знаю почему, вот Маша говорит, что так блины получается лучше. В самом конце вот она, после того, как уже все перемешала, там муку, сахар, соль, это все дело, и добавила стакан кипятка. Прямо вот оно кипит, не просто вот кипяченая вода, а кипяток прям. И растительного масла. Растительное масло это блины получаются очень нежными. Мягкие, нежные и не липнет в сковороде. Я правильно сейчас уточняю? Да. Сурдоперевод такой, да, у меня? Некоторым не нравится, но послушает меня. Надо. Ничего же я плохого не говорю. О, состав. Соль, сахар. Еще потом. Я сахар немного кладу, потому что мне не очень нравятся слишком сладкие блины. И я тоже не люблю сладкие, слишком сладкие. Потому что некоторые кладут там 2 столовые ложки, 3 столовые ложки. Но я вот ложу вот только не полностью, конечно, столовую ложку, но побольше половины. Все, тесто готово. Ну, значит, у нас тесто готово. Сейчас Машенька здесь со стола уберет все. Ну и подготовит туда на электроплитку включит и будет там жарить. Но перед тем сейчас принесем коробочку, и пока вот она будет обжаривать, я немножко покажу вам, если смогу, что там прислали нам, какие гостинцы.
Ну, с Англии. Я же говорил, с Англии нам прислали подарки. Ну, гостинцы. Гостиница это звучит приятно, да, гостинцы. Вот так. Вот так, собственно говоря, коробочка. Сейчас мы здесь быстренько откроем. Сюда все достанем сразу. А потом, пока Маша будет испекать блины, я вам покажу по отдельности, что и как там. Ну, упаковано, конечно, мощно и осторожно там. Пойдем. С конца, наверное, открывать не надо. Вот. Ты прямо на коробку и доставай ложи, клади. Я потом это. Сюда положи, дай. Я потом покажу, что и как. Осторожно там, чтобы не упало. Что-то там тоже есть. Сумочка такая. Достану туда и тоже туда положу. Вот. Прямо на коробочку ложу, чтобы неудобно брать, показывать потом. Так, ты далеко это еще ложишь, потом я не достану я потом. Своими кривыми руками не достану. Угу. Положи. Ну, там немножко надо рассыпать. Сейчас покажем, потом будем показывать в отдельности каждый вариант. Ну, пока Маша будет там жарить блины наши, я покажу поближе, я не знаю, в кадр попадает или нет. Вот такой магнитик, автобус. Нам первый раз выслали точно такой автобус, только ну, как бы модель, прям натуральный. Дальше это чай, вот написано Т, а значит, ну, чай, значит, вот такой упаковке, тут 3 баночки такие, вот, надеюсь, видно, чай такой, тут 3 символа Лондона, красная телефонная будка, красный пассажирский автобус, ну и флаг Великобритании, вот, 3 упаковочки такие. 3 баночки. Так, дальше. Дальше тут у нас сладенькое есть. Вот. Печенушки такие. К сожалению, читать я не умею, но я покажу. Вот такая коробка. Надеюсь, видите все. Такая коробка. Shortbread. Ну, короче, я читать, я английский еще тот, англичанин еще тот, ничего не знаю, но вы видели, да? Видели? Тут дальше тоже такие вкусняшки, но я думаю, здесь наши конфетки, да? Да, здесь конфетки. О, я не знаю, там как попадают или нет. Там много конфеток таких. Красивых там фантиках. Упаковка вот такая. Это сладкое у нас. Так. И это тоже сладкое. Вот такая упаковка. Там тоже внутри вот днище там немножко. Сверху там упаковано, а днище немножко. Milky Way, вот конфетки такие. Milky Way, батончики маленькие. Все, обратно. Вот такая коробка.
Так. Ну и это, скорее всего, тоже чай. Чай в баночке. Но английский чай, он славится своей вкуснотой. Будем пробовать, будем заваривать и будем пить, угощаться. Вот. Коробки такие классненькие вот эти. Дальше у Маши еще блины не готовы. Так. Вот это я не знаю, что. Это Маша потом откроет, да покажет, что-то здесь есть. Я еще покажу вот такой календарь. О, вот такой календарь. Кошки тут всякие. Вот такие кошечки там. Блины сгорят. Ну и сумочка такая, что была уложена, тоже кошечка такая, наш рыжик тут. Смотри, Наша. Вот наш рыжик на этой сумочке, видите? Наша малышка. Смотри, вылитая малышка. Смотри. Давай, очень похожий. Вот так, вот такие гостинцы с далекой Англии нам прислали. Ну, просили имя не называть, но я скажу, что земляки. Бывшие земляки. Ну как, бывшими земляки не бывают, они просто уехали туда жить. Вот. Ну и уже вторая посылка от них с Англии. И еще помогают материально. Это от нас с Машей большое-большое спасибо. Ну и сладким, да что да, конечно, детишек. Вот и Маша достала. А что тут? Ты открыла я. А это немножко... А, это оказывается... Ну, такая открытка с пожеланиями. Дорогие Сергей и Мария, примите от нас эти скромные подарки. Ну, подарочки очень хорошие, очень вкусные, и будем все пробовать, будем чай пить, магнитик на холодильник обязательно. Вот. Спасибо большое за такие чудесные подарки. Очень приятно. Черника, голубика. Да, это голубика, северная голубика. Вот. Ну что, а теперь ждем блины от Марии и будем пить с конфетами и с блинами чай и с печенками. Ну, блины, самое главное сейчас блины будем пробовать. У нас же рыба засоленная, которая форель-то засолилась. И попробуем сделать блины с форелью. Хотя бы пару штук. Вот так, Мария Олеговна. Вот такие гостинцы. Ну и календарь уже тоже открыть. Ну давай, открывай, да показывай. Только поближе там на камеру, чтобы это самое люди увидели. Это не видно. О, февраль, такой черный кот. Это февраль, вон какой черный кот. Это рыжик наш. Мартовский рыжий кот. Это наш Бориска. Да, примерно подходит, да. Да. Ну, здесь, в принципе, все кошки. Да. А потому что год тигра же, нет? Застройка. Так что, значит, вот так. такой календарь с кошками. Спасибо огромное. Нам приятно получать, очень, очень приятно. И все дошло хорошо. Да, посылка дошла в целости и сохранности. Потому что я уже боялся, меня предупредили, что вот выслали посылку вам, мол, и я боялся, что, как и в прошлый раз, там, с Германии, там, у нас там носки украли, шоколадки украли. Почта.
украла. Вообще это никакие рамки не лезет, конечно. Носки-то зачем красить? Я не понимаю. Кому-то понадобились. Носки, мне выслали носки эти очень мягкие, чтобы ноги не опухали. И 2 пары носков, что ли, они украли. Или больше там. Шоколадки там украли. Зачем? Не знаю. Так, не, потом мы с чаем-то это откроем еще и покажем. Сейчас я открою. Да? Одну печенку откроешь, давай. О, тут долгая история открою. Здесь упаковка, заупакованная еще. А без этого, без... Ну-ка, Ну так, еще. покажи на камеру одну штучку, как выглядит печенка. Такие печеньки. Уже я вижу, что они, ну, даже на вид они сладкие какие-то, да. Рожки. Ну, и эти. Есть же шербеты, как он называется, да? Не шербет, а как он называется? Не шербет. Но есть печенье такое, очень рыхленькое, да, вкусненькое, да. Сахарное, да. Вот оно такое. Все, друзья, пока пускай Маша блины жарит, а потом уже включимся. Вот так. Ну что, друзья, блины на столе, гостинцы убрали, вон там конфетки да печенюшки там оставили. Мы приготовили плавленый сыр, именно пастообразный сыр вот такой, блины, собственно говоря, форель, которая засолилась. На прошлом видео мы солили эту форель. Она прекрасно засолилась за 2 дня. Ну, скажем, 2,5 дня, если. 2,5 суток. Вот. Я еще не пробовал, но Маша говорит, засолилась, да? Угу. Все нормально. Мы ее от лишней соли промыли чистой проточной водой. Дальше кухонным полотенцем бумажным все это обсушили. И вот один кусочек оставили сразу покушать, а остальное в морозилку. Это будем на праздник уже кушать. Смазали мы один блин таким сливочным, ну, сыром пастообразным. Вот так. И потом сейчас форельку нашу, красненькую рыбу. Там любую, можно и семку, конечно. А потом завернем. Вот такой рулетик. Плотненько надо, плотненько. Плотненько, плотненько. Вот так. А потом уже на 3 части. На 3 части раздели, на 3 части. Это у тебя на 2 части получается. На 3 части. На 2 части? На 2 части? Ну Да. давай, дели на 2 тогда. Где кусочки соединяются, да? Вот, разрез, ну-ка покажи. Вот такой. Вот такой. В разрезе там сыр и форелька. Ну еще один блинчик так завернем. И тоже завернем. Ну, украшать, конечно, это еще ничего не будем. Просто на вкус проварим и все. Я бы разделил, конечно, на 3 штуки, на 3 части. Маша вам делит на 2 части. Ну и, собственно говоря, все. Нам для пробы очень хорошо даже подойдет. Ну что, пробуем. Давай я с твоих рук с форелькой блинчик покушаю. Очень вкусно.
Блинчики вкусные. А ты что, форелька с блины не будешь кушать? М? Очень нежные. Форелька засолилась, очень вкусно. Так что способ очень хороший. М. Ну что, угощай. Ну и дальше угощаться, конечно. Это все, как мы будем это все уплетать, не будем, конечно, все снимать. Но уверяю вас, очень вкусно. Блины не могут быть невкусные. Блины очень вкусные. И форелька тоже вкусная. Со сливочным сыром вообще вещь блины. Вот так. Масленица удалась уже, можно сказать. С красной рыбой блины на масленицу это очень такой, даже хорошо. Да, Маша? Мгм. Скажем, конечно, за гостинцы нашим друзьям канала большое спасибо. Очень вкусно это все. Конфеты вам. Вот тут, оказывается, я там говорю, что Milky Way, так там и Марс, и Баунти, и другие там очень красивые конфеты вкусные. Это все очень замечательные, вкусные, дорогие конфеты. Вот. Сладкий подарок, так сказать, и очень приятно даже. Ну, большое спасибо. Спасибо огромное за подарок, за конфеты, за сладости. Большое-большое спасибо. Очень приятно Очень. получать. Давай. Да, очень приятно. Мы очень довольны. Спасибо большое огромное. И еще вот на масленицу как раз на масленицу еще угощаться. Вот так. Ну что, все, заканчиваем наше такое короткое видео. Вот так. Всем пока и готовьте блины, жарьте блины с начинками, без начинок. Масленица, друзья, на неделе. Праздником всех! Да. Празднуйте Масленицу и до прощенного воскресенья. Надеюсь, еще прощенное воскресенье сможем снять фильм и выйти к вам. Так, всем пока. Всем пока! До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.